Все, до свидания, ответчик. Хочется развернуться и обратно, да? Ага. В туннель сейчас поедем. Вот она объясная. 3-й туннель. 6-й. Лазаревский район въезжаем. Море всем мало. Мы проехали до Гамыс. На Алоо, где вот мы раньше жили, дивный дом. Живут они в гору, тут все поднимаются. Сейчас ГАИ их остановили на обочину. А то мы едем постоянно в каком-то замкнутом пространстве. Ну так это ж щель морская. Что ты хотел? И у нас идет перекус. О, вот они пальмы. Температура все выше, уже 37,5. Даже встречки нету. Как-то до встречи в Сочи. Ты чего? Это я должен быть. Ласки, опусти вниз, типа я ничего не делаю. Туапсе, город воинской славы. Везде камни валяются, прямо кучами. Солнце, всем встали, стоим. Он поливает, видишь? Крышу свою поливает, даже у него уже солнце садится. Это мы едем. Будем от моря удаляться. Мобил, очень хорошее СТО. Горный козел. И мы сюда гнали. Да. Вышли мы на трассу М4. У нас опять пробка. Подъезжаем к платному участку. Это мельница. Эх, наша мельница. Доброе утро из Кущевской. Сегодня 15 августа. Что у нас там за окном? Тишина. Кстати, утром я слышала, как петухи тут кукарекают. Это, видим, задний двор. Время 7:49. На улице 24 градуса. Мы выезжаем из Кущевской. Вот она у нас. Старая мельница. Едем туда завтракать. Красота тут. Заходим в столовую. Ого. Желающих позавтракать. Ни одного накладывальщика. Вообще никого. Очередь там уже идет с хвоста. Они все сбежали, сосиски принесли, они упали в омлет, они их забрали, пошли все мыть. Скорее всего, сейчас вернулись. Но за стойкой опять никого нету. Вот так вот, что-то сбой какой-то у них. О, новый, тут тоже устал. Вот бедный мальчик, один за всех отдувается. Взяли с вишневым вареньем. Аня твоя, два, Вова с мясом, сосиску. Будем кушать. Приятного аппетита. Так, осторожненько. Полчаса мы тут потеряли. Время 8:29. Как это потеряли-то? Да, больше клоунаду смотрели. Так это потому что людишки такие все, как тюфяки какие-то. Детей поставили на кассы, на раздачу. Они бедные. Нет, так и сами покупатели тоже. Прячутся где-то. Я говорю, вы куда уходите? Мы за тарелками ходили. Второй сосиски раскидал там по всему витражу. Пошел, видимо, их мыть, в следующий раз вынесет. Ну, здесь платные. 400 километров.
начиная от моря, от Джунги по трассе М4. Ну, а на сегодня он у нас первый. Стоимость вроде 100 рублей. Ну, судя по плакату. А вот справа там машины везут. А надо за 2 машины платить или за одну? Где? Заодно. Если везут на этой эвакуаторе, заодно. Что-то все едут, мы стоим. Смотри, все движутся, кроме нас. Карточку. Да, 100 рублей. Вот. Едем по объездной. Там вот Ростов-на-Дону. И он там влево уходит. Какая дорога красивая. Так, 4-й пункт оплаты. Тут автоматом, да? Конечно. Без чека. Я не видел. Так, а сколько сняли-то? Мы не знаем, сколько сняли денег. Ой, этих лебедей я помню. И журавлей. Ну да. Стелла. Слушай, ну такой трафик плотный, конечно, вообще. Да, плотно. С морей, наверное, с Сачай. Что там? У нас вон лобовуха вся в пятнах. Как они сидят в этих кабриолетах? Ну, у них, да, не залетает же Слушай, бок. он этот кепку одел, видимо, уши дует. Представляешь, как у них там в ушах звенит ветер? Не сидят. Это не. А может, на самом деле даже и не так представляю. Чистит, видишь, как чисто стало. От солнышки. Я красота-то какая! Это все подсолнухи. Желтые. Это шахта. Ну да, старый шахт. Интересно, да? Красная земля. Что у нас тут такое? Ой, сколько у вас подсолнушков много. У меня в этом году ни одной фотографии нет подсолнушка. Так, все, останавливался где-то. Ну, то выбери поле. Либо заранее. Наши дети проснулись. Куски валяются. 69-й и 40-й. Сильно выхолод. Вообще плотничком стоим, а вон в гору.
Просто вот так вот. Плотничку. Вот это понтоны. Много вот они без конца. Так вот они и едут. Это уже не знаю, какая машина, да? Интересно. Если полиция украинская началась в Так, едем на заправку. Лукойл. 95, 57, 98. 92, 51, 68. Дизелька 59, 08. У нас бензина осталось на 150 километров. 196 километров проехали за 2 часа 16 минут. Сейчас на улице 27,5 градусов. Так бы и строила новые маршруты. Весь день. Построишь еще. Прямо 413 километров. И что еще нам было? Что-то папочка нам несет. Опа, Держи. Раз, опа, два, три. Миллер. Это что у нас там? Рич и бензиновые чеки. В телефоне цена мигает, а на самом деле она вообще не дергается. То есть частота не совпадает телефона и вот этого пакета. Дон М4. Стояночки стоят. Папа идет. Вот, грязючка. Так, относительно чисто. Такой треугольник. Вариант. Немножечко отдохнули, заправились, вливаемся обратно. Ой, что-то там этих понесло военных. Бедная тащит вот эти мосты. Серые, желтые. Сейчас пойдет дорога на Волгоград. Да, это знаете, На Саратов. да, их не, с этой дорогой никакую не перепутаешь, потому что там стоят ветряные мельницы. Много, целые поля. Вот сейчас их будет видно. Вон уже издалека, вон белые крутилки. Вот они идут туда. Но они огромные. Вон. Вон. Это вот можно в бок вот так телефон делать. А все, за холмом дорога. Да, вот здесь вот своротка. Там Волгоград, Саратов. Да, там направо Волгоград, а вот это налево на Луганск, на Донецк. Вот эта дорога. Вот он, на Волгоград. Прикольно, когда ты знаешь уже города, как бы. Как? Не просто проездом проехал, а ты был там конкретно, да? Да. Так прикольно, конечно. Скоро будет Каменско-Шахтинский. Да, конечно. Вот Волгоград, например, с чем ассоциируется у нас трасса? С ветряными мельницами. Волгоград. Просто квартиру там нашли не очень. А так сам Волгоград, да. Мы там, считай, и родина мать были, и машину нас там увозили. Впереди камера на 90. Музей, что впереди камера. Да, И то на есть- мойке мы там были, и гуляли по какому-то парку. И были даже в торговом центре. Ходили.
Мармелад. Я там все джинсы купил, вон они дома лежат. Да. Голубые, я в них хожу. Волгоградские. А еще ассоциация, когда с Волгограда едешь уже домой на север, это трэш. Пустынные поля, серые, выжженные, сузики по бокам и ни одной столовой. И ты голодаешь. Нет, какие-то Мы стоят тогда быстро доехали. Мы из Волгограда пары. выехали часов в 9 с утра. рейтингом 2. И вечером приехали в Боковую. Так быстро доехали. Ну да, потому что она пустынная, там ни городов, вообще ничего рядышком нет. Просто вот по полям идет дорога и все пустынное, там даже населенных пунктов нет. Ну, едой лучше, конечно, побольше запасаться, мы тогда этого не знали. Мы думали, поедим. Это вот мы с 12 только ближе к 6 вечера нашли более-менее там какую-то столовый комплекс. Ой, тут, конечно, виды тут шикарные. Насмотреться никак не могу. Вид шикарный. С одного холма заедешь и просматривается след. Ну, посмотрите, вот как это можно мимо проехать, да? Ух, просто это вот. А все равно глазами и по телевизору не так. Да, конечно, не так. Когда едешь сам, смотришь. Экран Уже я смотрю этих блогеров, дальнобойщиков, он вечно едет. Ой, красота. Я смотрю, ну что такого? Нет, ну вот по М4, допустим, едет, да? А когда сам смотришь, у тебя же кругозор-то большой. Да. У тебя же обзор, сколько у нас глаз, да? 2. Ну не 180 у нас, мы на сколько смотрим? Он градусов на 160, наверное, да? А телевизор? У него же все равно уже сколько, 120, да, сужается как бы. Ну, конечно, и пиксели также все присутствуют. У нас сейчас изображение не 4К, а много больше, да, глазом? Конечно. Москва, 937, Донецк, 28. Представляете? А, вот тут своротка, да, на Донецк. Там вначале идет на Волгоград направо, а тут уже вот на Донецк налево. Вот этот перекресточек. Вот они, пошли все. О, сколько Так туда много машин. заправок. Очень много. Так они странно, они обычно через там с какой-то промежуток, а здесь заправка, и сразу за ней еще одна пустая стоит. Трасса, конечно, такая загруженная. Ну да. Кстати, в обоих направлениях. Да. Камень-Шахтинский. Так, музыку убираем. Так, Ой, пятерочка. а я никогда не, смотрите, магазин, это, типа машинки. Я первый раз что-то ее так увидела. Вот они, смотрите направо, военную технику, дети. Ой, какая красота. Вот это А что-то посетителей да. маловато. Вот это да. Сколько ее много. Вон они ползают. Ого. Видели? Это целый музей. Какой-то телепузик справа красный. Осьминожик или кто там болтается. Девочки. Куринку везут такую толстенную. Воронежская область. Богучарский район.
Павловск. Воронеж 271. А Павловск 73, что ли, было. С Дунаем заезжали нормально, вроде такая невзрачная с виду, да? Ну Туда да. зашли. А ты помнишь, где она? Не, ну попозже можно. Нашла мама. Кафе вам. Пойдем посмотрим, что там за кафе. Избушка. Избушка Богучар. Так, Вон второй столик свободный, это для нас. Ну главное, что это не помпончик. Ну да. В ожидании. Мы тут себе сделаем сами шаурму. Туда заворачиваем помидоры, огурцы, лук, кукушку. Вот лаваш. Прикольно получилось. Папа лагман. Ваня. Щи. Я жду. Нужны большие порции. Да. А я жду лапшу, а Илья пельмешки. Сколько ты оплатил? 1100. 1100. Илья, покажи размер тарелки. Илья же сдохнул. Как это съесть? Мне супчик принесли. 13:24, мы покушали, на улице 30,5 градусов. И едем дальше. Да. Ой, какие виды. Посмотрите, какие виды. Ничего себе, тучки у нас какие-то. Давай, вышли. давай. Сейчас бы дождик не помешал. На улице 31 градус. 483 километра проехали. Так, музыку. Смотрите, какие берега, укрепления из камней сделаны. Укрепление откосов. Да. «110», то есть можно ехать 130. Так, следующий платный участок у нас получился на 400 рублей. Ого, смотрите. О, это что? Это строительство дороги такой белой, что ли? Или нет? Они там какой-то известняк возят оттуда. Ничего себе, как кусок снега, да? Обалдеть. Это они гору вскрывают, и она такая белая они внутри. все горы, они все такие, блин, если едут с крыши. Обалдеть, да. Это известняк. Вот это вот так вскроешь гору, она тоже такая же будет белая. Да, вот как та, видишь? Я ее вскрываю, и возят на отсыпку какую-то. Вот это да. Вот она, видишь, прям, смотри, рядышком с нами. Вот ее вскрыть, и она будет белая. Как снег, да? Вообще, вот они все белые горы. Просто трава закупает. Да, да, трава. Тут можно туризм открывать. Обалдеть, ничего себе, как интересно. Ну да, я думаю, что интересно было бы. Там вон есть дорожка, вон трасса по ним. Но как туда съехать, непонятно, видишь, все забор У нас полностью. все белые будут, у нас вся обувь белая. Ну
Да, полностью М4 огорожена. Ой, ушки торчат. И лошадки. Ой, тут не видно. Какой-то везет уже. Лошадок себе. Мы только что отдали 400 рублей. Не прошло, я не знаю, сколько минут. И мы опять едем к платной трассе. Опять? Да. Это у нас получается... Да, только что заплатили. Да. Раз, два, три, четыре. Это уже пятое. 130 рублей. В пятницу, воскресенье 180. Да уж. Так, на этот раз у нас взяли 130 рублей. Вот. Подсолнушки. Ну как вы думаете? Ай, когда я снимала, он их опустил. Вот это что? Повернуть хотел, но тут его зажал. А, у нас следующий тот, да? Тот пункт наш. Рублей. Разрешенная 130 километров. Это значит, можно ехать 150. Впереди у нас Воронеж. Вон 1 километр написано. Опять платно. Это 7-й уже пункт контроля. 100 рублей. Мамонтчик. Садовый центр. У нас там Воронеж слева остается. Дядечка, ты хотел попасть ко мне в камеру? Попадешь. Кто захотел? Чтобы меня знала вся страна. Все 2014-2020. И ты попадешь. И ты попадешь. А если скажут, а разрешение есть на съем? А у меня скрытая съемка. Скажи, а я просто держу эту прямоугольную штучку. Да. Ты нормально смеется. Они там с Илюшей развлекаются. Ой, ничего себе, как мы широко друг от Какая друга. трасса была пустая? Нет. Поперлись. Сразу видно, крупный город. Там мы уже проехали Воронеж. Вон слева. Подъезжаем к 9-му пункту оплаты. Сейчас цену посмотрим.
80. А я знаю, что это. Я знаю, что это. Да. Чё себе, пылюга, как будто пожар идет. Слушай, это обработка идет. А он прямо выпускает струи пара вот этого белого. Это может быть химия обрабатывает чем-то. А этот вот следующий идет. Может быть. Поворачивай. Да, Липецк уходит здесь направо, В былые времена. а Елец идет налево. Я помню, вся тут заворачивали, думаю, ну ладно, М4, пока, говорил. Да, И 53 дальше. Тут до Липецка вообще чуть-чуть, 53 километра. Ага. Жик и все. Полчаса езды. Вот уйти императоры и так далее. Да, свобода выбыла линий. Много чего. 110. То есть можно ехать 130. Вы заметили, что появились зеленые краски? Все, желтизна ушла. Вон и поля зелененькие, деревья зелененькие. 10-й пункт оплаты. 180 рублей. Так, 10-й пункт оплаты оказался... Не надо было платить, надо было показать предыдущие от 9-го пункта чек. И они его зафиксировали, и нам обратно вернули, и вот мы едем дальше. То есть мы ничего не оплачивали, мы показывали свой чек. Так что чеки не выкидывайте. Да, чеки не выкидывайте, они могут пригодиться. Справа в поле строится педэксперт. Просто огромное здание в поле. Что бы это значило? Это секретно 15. Непонятно. Вот она. А, еще стройка идет, да? Что ж такое-то? Что за стройка века идет, а? Да, педэксперт приглашает на работу. У них еще столько стройка идет, они же на работу приглашают. Что им тут экспериментировать Не собрались? знаю, еще и пет. Флаги, 4 флага. Российскую Федерацию только знаю. Что означает остальные 3, вообще не знаю. Педэксперт. Интересно-то как, а? Ефремов, Кашира, Москва. Какая красота-то у нас впереди открывается. Ух, какие поля. Так, ну вот это у нас опять 10-я оплата. Ну, вернее, это уже 11-я, оплата будет 10-я. 280 рублей. Выходные 330. Заправочка Лукойл, Тульская область. 95, 55, 60, сода 64,09, 92, 50, 53, дизелька 58, 89. А у нас осталось бензина на 65 километров. Из Польши тут к нам приехали, заправляются. О, да тут несколько, видишь, там женщина помогает, здесь мужчина. Наш папочка оплачивать 29, а 52 литра
2901 рубль. Видишь? Оплата топлива С кафе. той стороны. Что-то какой-то интересный шарик там. Топливо кафе. С той стороны. Что такое трещит там, их страшно так. А что, не работает? Что? Не работает? Ну, где же кофе? Все, только две машины. Кофемашины не выдержали. Налево. Покажите, что купили. Лимон, еще что купили? Red Bull, сушеные ананасы, Печки, лавочки. печки, лавочки. И ананасы. Подсушенные плоды. Натуральные. Сейчас будем с кофе пробовать. Что, можно устроить? Да, Кого? можно. Садитесь, присаживайтесь. Они опять Смотри, как много. что, совсем что ли? Мы отдали за это 1046 рублей, вот за эти 4 наименования. 1046 рублей. Нормально. Ну, плюс кофе еще. Да нет, времени нет. Где Red Bull? Немножко отдохнули. Время 17:44, 29,5 градусов. Едем дальше. Проехали 12-й пункт оплаты, заплатили 200 рублей. Ой, ну прелесть какая. Какие поля. Еще такие сенокосные тюки лежат, квадратные, главное. Не знаю, так вот квадратики. Мы так и едем. Разрешенная скорость у нас вот 110. То есть можно смело ехать 130. Папа у нас едет 130. Какие виды. Обалдеть. Какая же у нас красивая наша Россия. Разная. Разная, приразная. Где в центре? Тут Илья ж с собой взял, только почему-то он его ни разу с собой никуда не выносил. Точно, Илья, у тебя что же этот лежал серенький, да? Да. А ты хоть пользовался, нет? Пауэрбанком своим. Любуюсь этими полями. Вот прям налюбоваться не могу. Прям еще солнце так играет. И вот они вот эти тучки и тень создают в полях. Вообще поля играют. Я прям наслаждаюсь. Так, там у них пробки-то на УКАДе заканчиваются. Кажется, сейчас самый пик, наверное, да? 6-7. Впереди камера 110.
14 пункт оплаты. Там все на автомате, карточку просто прикладываешь. И чтобы получить чек, надо отдельно нажать на кнопочку. Видимо, там тоже, Кнопочку получить чек. да, надо было нажать на кнопочку получить чек, мы этого не знали. Вот. Сейчас мы нажали, чек получили, 330 рублей. Солнышко уже вообще садится за горизонтом слева. Выскакивает, то опять исчезает. Время 19:56. То есть 8 часов уже вечером. И солнышко за горизонт уходит. Подъезжаем. О, смотрите, Домодедово. Домодедово. Подъезжаем к 15-му платному участку. Сумма 230 рублей на плакате написано. Тут уже народ побольше, да? С Домодедово, наверное, едут. С Домодедово. Тут, кстати, на табло написано тариф 230 рублей. Касса 1. Если, например, платишь наличка 1000, он пишет оплачено 1000, сдача там, Да. такая-то. Интересно, у грузовиков такой же? Нет, тут, наверное, другой тариф. У грузовых. Еще мост тут сразу проходит, и в касса они спускаются. Интересно, да? Тут у нас пошли развязки сумасшедшие. Фура, трехэтажные. Трехэтажные. М3 Украина, Беларусь, М1. Как-то вот так быстренько въехали. Говгит, смотри, какие развязки. А я даже как-то еду, доеду, читаю эти деловые линии, огромные склады. Ашан, он пошел в магазин первый. А, ЦКАД это, центральное кольцо. Это как бы за МКАДом сразу. Платная дорога туда. Да, тут бесконечные развязки. О, господи, фура, фура, фура. Господи. Там слева все стоит. Так вот они все из Москвы едут с работы, наверное. Время 8 часов 15 минут. О, Мы уже проехали 1117 километров. Едем 11 часов 04 минуты. На улице 22 градуса, мороз. ну да, по сравнению с 37 в Сочи. Да. Ой. Ладно. Ух, Да, там все стоит. Как бы нам сейчас не пришлось на МКАДе вот так же стоять. посмотрим. Вау. В поле выросли. В поле выросли небоскребы. Кто-то живет, в них живет. Огромные магазины. О, господи. Размером, как вся наша Ухта. Магазин. Магазин, да. Всю Ухту можно заселить туда. Как-то ведь называется, да, этот
стоим в пробке. Ну как стоим? Не стоим, просто медленно движемся. Так, мы выехали на МКАД. Просто кипишной. Везде все блестит. Уже торговые сразу центры. Такое окно грязное, стекло. Сейчас 179 километров мы уже едем. И Вове уже машина сигнализирует. Обнаружена усталость. Правильно. По Москве тяжело ехать. А по Москве это не тяжело, просто всего-то уже прыгнуть 1179. Ну да, тут еще эти пробки, эти сумасшедшие москвичи снуют туда и сюда. Они не сумасшедшие, они просто спешат домой. Целый день сидели там, не пойми где. Ну да. До дома ехать. Кому полчаса, кому час, кому 2. Ищут лазейки, как побыстрее упасть к себе на диванчик. Да. Да, все. Через 600 Всё, бабушка. метров на светофоре держитесь левее. Выбираем. Вот он у нас коттеджный поселок. И мы почти приехали. 22:05, 1189 километров, 18 Всё. градусов.